Юбилейный для нашей республики 2017 год отметился выходом ряда значимых изданий. Особенную важность в этом перечне составляют исторические работы. В том числе удалось выпустить подготовленный еще в 2014 году сборник научных статей «Ингушетия. История и современность», ответственным редактором которого является известный ингушский историк Зайнаб Зарахова. Книга «Ингушетия. История и современность» 1924-2014 годы посвящена истории ингушской государственности. Ингушская государственность, то есть Ингушская автономная область, начала свое развитие 7 июля 1924 года. Почему именно с этого времени? Почему распалась Горская республика, которая была до Ингушской автономной области? Что послужило этому? И вот чтобы показать молодежи, как складывалась ингушская государственность, каков был опыт до создания самой автономии, возникла идея создать такую книгу и показать в хронологической последовательности историю развития. Тот не длительный по времени, но очень содержательный период и в развитии промышленности, экономики, просвещения, культуры, образования. Это сколько всего было достигнуто и какой тон был задан в развитии государственности, что его хватило на долгие годы вперед. Его хватило и на то десятилетие, когда мы находились в составе Чечено-Ингушетии, но еще не потеряли образ своей государственности и уже оказались в депортации. И после возвращения восстановление справедливости у нас стояло рядом с восстановлением и возрождением нашей ингушской государственности. В силу различных обстоятельств история Ингушетии в целом очень сложна для изучения, поэтому каждая исследовательская работа имеет огромное значение. Опубликованные материалы заполняют пробелы, восстанавливают отсутствующие фрагменты общей картины. Дело в том, что когда выходит любой сборник исторический, это большое событие, потому что многие белые пятна нашей истории становятся известны. С этой точки зрения, конечно, определенную роль имеет, даже я бы сказал, большую роль книга Зайнаб Зараховой «Ингушетия. История и современность. 1924-2014 год». Почему вот такая датировка взята в этом сборнике? Потому что 24 год – это условно то время, когда ингуши получили первую государственность. То есть Горская автономная республика распалась на автономные области, и в 1924 году образовалась Ингушская автономная область с административной столицей город Владикавказ. Значительная часть материалов сборника посвящена выдающимся личностям Ингушетии, людям, ставившим интересы народа и государственности выше своих личных, отстаивавшим нравственные принципы даже ценой собственной жизни. Нужно говорить о тех, кто стоял у истоков Ингушской автономной области. Это и Идрис Зязиков, Али Гарчханов, и Налук Мальсагов, и другие, кто на своем участке умели вести и умели повести за собой. Нужно помнить и тех, кто в годы депортации не давал усомниться народу, что мы непременно вернемся домой. Это и те, кто и в советские годы понимал, что нужно и литературу развивать, и историю свою писать, и фольклор сохранять, и театры создавать. Ведь сколько их было, наших представителей, очень ярких, общественных деятелей, представителей нашей интеллигенции, которые сохраняли вот этот очаг ингушской государственности. И все это привело потом к огромному национальному движению, которое возродило свою государственность. И сегодня мы, отмечая 25-летие возрождения ингушской государственности, помним и будем помнить опыт, который предшествовал возрождению республики. И для того, чтобы все это было в хронологическом порядке изложено, мы собрали такую книгу, как «Ингушетия. История и современность». И в первую очередь для нашей молодежи.
В сборник вошли и ранее неизданные материалы. Некоторые публикации в значительной степени опираются на архивные источники, что, безусловно, представит интерес для исследователей. Знаменателен этот сборник еще тем, что здесь статьи очень многих наших коллег, которые говорят о тех процессах и событиях, которые шли в этот период. Здесь очень хорошая статья самой Зайнаб Зараховой, очень хорошая статья Акиевой, Пятом от других авторов. Статьи, естественно, аргументированные. Очень много здесь архивных ссылок и материалов, которые будут интересно читать человеку, который, в общем-то, интересуется не только историей Ингушетии, но и историей Кавказа. Поэтому, работа очень полезная, нужная. Естественно, желательно было бы, чтобы вот таких сборников, таких книг выходило бы больше. Этот выпуск посвящен очередной годовщине государственности Ингушетии. И в основном здесь публикации, связанные с историей возрождения государственности Ингушетии. Старые, но в свое время не опубликованные работы, в том числе и авторов, которые уже ушли из жизни. К нашему сожалению, это Тамерлан Муталиев, Ваха Хамхоев и некоторые другие, которые тоже здесь представлены. Вот лично для меня действительно эта тема сферы моей научных интересов. Я этой темой тоже занимаюсь. Вот ряд статей, например, Азиза Яндиева про Идриса Зязикова. Вот это архивные материалы, то есть статья, работа, в основном основанная на архивных материалах 20-х годов 20 века, связанная с историей Ингушской автономной области. Здесь очень много интересного и нового. В любом случае это необходимо для специалистов, для исследователей и вообще для любителей истории, потому что это очень важный участок, и архивные материалы говорят о многом, о действительности, действительной истории того сложного периода. И, так сказать, история и современность. И вот таким образом взаимосвязанные и одновременно об одном и том же говорящие статьи, факты представляют большой интерес для нас. Книга содержит статьи, касающиеся различных сфер жизни народа. Довольно подробно рассматривается отрасль культуры. В этой книге есть авторские материалы Азиза Яндиева, который пишет очень ярко и с глубоким знанием дела об Идрисе Зязикове, как истинном патриоте своего народа. Пишет о городе Владикавказе, об истории этого города, потому как вся наша история, она напрямую связана с этим городом. О селении Базоркино пишет Нурдин Кадзоев. Пишут о ингушской автономии, о причинах возникновения и ликвидации ингушской государственности в то время, почему это происходило, как это происходило. В этой книге есть материалы и известного историка Тамерлана Муталиева, равных которым не было в то время, и материалы его были глубоко научны и доказательны. Есть материалы и Башира Чахкиева. Это был очень известный общественный деятель, журналист, который буквально жизнь свою отдал изучению и собиранию материалов об ингушах и Ингушетии. Так, Башир Чахкиев, к примеру, рассказывает о людях, жизнь которых вызывает интерес, и о которых мы и доселе еще мало что знаем. Это и научные достижения Дидиговой Раисы, так называется статья. Дидигова Раиса была первым кандидатом химических наук, жила и работала в Азербайджане, ее знали, ее ценили. Он же пишет о жизни и борьбе за отечество Чайбиева и Глау. Это был человек очень образованный в то время, человек, который занимал высокий пост и был начальником транспортной милиции Северокавказской железной дороги. Моя статья посвящена проблемам становления Ингушской автономной области, то есть государственности Ингушей, и как раз-таки причинам ликвидации нашей государственности в 30-е годы. Для этнографов материал, для искусствоведов, для
представители музейного дела. Допустим, бывает, что кто-то не интересуется политической историей, а больше увлекается этнической историей, этнографией, вопросами культуры, быта народа. Вот здесь тоже достаточно интересного материала много. Здесь есть различные материалы, в том числе и об истории газеты «Сердало». 90-летие газеты отмечали совсем недавно. Есть об истории библиотечного дела Ингушетии, ну и другие материалы, рассказывающие об истории, культуре и жизни Ингушетии. Содержит сборник также и материалы, описывающие период конца 80-х, начала 90-х годов. Как известно, именно на эти годы приходится рост национального движения за восстановление автономии. И хотя с тех пор прошло сравнительно немного времени, этот исторический отрезок и сегодня вызывает множество споров. Есть и мнения, и какие-то отдельные факты, связанные с процессом конца 80-х, начала 90-х годов, процесса ингушского национального движения, когда шло движение в попытках восстановить, возродить государственность Ингушетии. Поэтому здесь могут быть, хоть и спорные, может быть, но тем не менее такие важные моменты, связанные с этим процессом, которые могут послужить в процессе установления истины, так сказать, каких-то белых пятен, устранению белых пятен в этом историческом промежутке времени. Хоть это было недавно, но тем не менее бывают разные взгляды, разные мнения, кто-то что-то не учел, где-то какие-то факты выпали из процесса или обзора исследователей. Вот поэтому это очень важная и нужная работа, и здесь просто читатель или исследователь может найти много интересного и важного. Это все раскрывает те белые пятна, ту неизвестную историю, которая, в общем-то, для нас сегодня порой открывается. И эти работы в одном сборнике представляют определенный интерес. Сборник представляет собой первый выпуск из запланированной серии книг, посвященных истории и культуре Ингушетии. Пока сложно говорить о том, поступит ли издание в продажу, но в скором времени книга будет доступна для читателей в библиотеках республики. Книга «Ингушетия. История и современность» была издана в рамках работы регионального отделения Ассоциации антропологов и этнологов России. Работа эта у нас продолжается, и книги под таким же названием «Ингушетия. История и современность», касающиеся событий, тех или иных исторических фактов, культуры народа, будут еще издаваться. Это будут уже 2-й, 3-й, 4-й, ну и последующие номера. Существование филиала Ассоциации антропологов, этнологов России в Республике Ингушетия – это тоже очень позитивный момент, так как здесь появилась дополнительная площадка для диалога, для общения ученых, исследователей, любителей истории, вообще для обмена мнений, и в том числе для издания своих работ. Книга эта очень скоро поступит в библиотеки республики. Она будет доступна. Сегодня она уже есть, ее автору, есть и у любителей, историков, культурологов.